А мне все чаще обращаются с просьбой разъяснить причину, по которой я подала в суд на службу госбезопасности. Людям интересно узнать детали, которые остались за кадром в суде, и причины, по которой вся информация СГБ в отношении меня вдруг оказалась под грифом «секретно». Чтобы не пересказывать каждому предысторию и детали судебного процесса, я решила делать это публично, в формате вот таких видеоблогов. Если вдруг что-то будет непонятно, можно будет задавать дополнительные вопросы, и я постараюсь на них ответить. Итак, почему я обратилась в суд? Это наиболее частый вопрос. Обратиться в суд мне пришлось, потому что узнать другим законным способом причину, по которой наши чекисты обвинили меня фактически в измене Родины, не представлялось возможным. Я неоднократно просила у СГБ предоставить документы, на основании которых они опубликовали у себя на сайте ложную информацию, но ответа так и не получила. Согласитесь, измена Родине – это серьезный повод для возбуждения уголовного дела. Но ничего такого не произошло. Получается, СГБ, обвинив меня в таком тяжком преступлении, вдруг решила все забыть и все мне простить. И вся эта эпопея длилась 9 месяцев. Когда я поняла, что иного способа доказать, что бывшие руководители службы госбезопасности врали, не существует, я обратилась в суд. Подготовительная часть длилась долго. За это время было предпринято много попыток как-то договориться со мной, чтобы я забрала иск из суда. И переговоры со мной вели не рядовые сотрудники, а представители высшего руководства СГБ. Они признались в том, что каких-либо документов, которые хоть как-то подтверждали бы опубликованную в отношении меня ложь, у них нет. И предлагали мне варианты опровержения, которые СГБ готово было разместить у себя на сайте. Но сделать это не получалось, так как тогда еще у ведомства не было постоянного руководителя, и решение вопроса отложили. Скажу сразу, предлагаемый джентльменский договор меня не очень устраивал, но переговорщики настаивали на том, что публичная огласка об ошибках руководства СГБ нанесет репутации спецслужбы Абхазии серьезный урон. И этого никак нельзя допустить. Предлагаемое опровержение должно было включать в себя информацию о том, что сообщение СГБ в отношении меня является недостоверным, с указанием фамилий тех, кто дал команду эту ложь разместить на сайте СГБ. Напомню, что на тот момент руководителем службы госбезопасности Абхазии был Дмитрий Кочуберия. Первым заместителем был Зал Хварцкий. Повторюсь, это было предварительное предложение, которое после назначения нового руководителя СГБ Дмитрия Дбар со мной больше никто не обсуждал. Теперь о самом суде. Скажу честно, это очень болезненный и эмоционально тяжелый для меня процесс. И когда я видела нечестную тактику защиты со стороны адвоката СГБ, я срывалась. Судья не раз была вынуждена объявлять перерыв, чтобы я успокоилась. Так мы и добрались до сути моего иска к службе госбезопасности. Скажите, пожалуйста, что оскорбительного в том, что вам не разрешили выехать в Грузию? Я не знаю, почему все время сторона СГБ пытается Ответьте, на пожалуйста, этот вопрос. что Нет, я отвечаю на вопрос, дайте мне это сделать уже в конце концов. Все время употребляется слово «оскорбились». Я не оскорбилась. Можно не перебивать меня? Не перебивайте меня, я отвечаю. Не перебивайте меня, я отвечаю. Вы же так говорили. Можно не кричать? Я буду вести себя так, как вы себя ведете. Не перебивайте. Научитесь хотя бы в своем возрасте уважать. Прекрасно.
О каком состязательности Ваша честь, я прошу вас, мы лишаемся возможности задавать вопросы. Мы лишены права задавать В вопросы. процессе закрытого судебного А СГБ пристало на людей, которые ничего не знают. информацию, которая будет Некомпетентны нужна давать ответы. для того, чтобы защитить Абсолютно. наши права. На данной стадии вы не обладаете достаточной Достоверно. информацией. Вы уходите от ответа, что является порочащим. Переходите... Вы не имеете права комментировать, отвечаю я или нет, вы не суд. Еще раз, еще раз не прекращайте. Вы не имеете права давать оценку моим показаниям. Не имеете права, еще раз вам говорю. Вы элементарного не знаете, что и как происходило. Он не осторожничает, а он не знает. Чего же я требую от СГБ? Это второй по популярности вопрос. Я требую правды и признания факта того, что бывшие руководители Службы государственной безопасности Абхазии целенаправленно меня оболгали. У нас есть соответствующее подразделение, которое как бы ведет сайт, которое занимается размещением той либо иной информации, которая дает указания руководству службы. Соответственно, на тот момент, когда происходила публикация, то есть руководство решило опубликовать данное информационное сообщение. С чем оно было связано, я сейчас вам затрудняюсь ответить в этой части. В официальном сообщении СГБ рассказывает о том, что я якобы запрашивала пропуск на выезд в Грузию, и когда якобы получила обоснованный отказ, так сильно разобиделась на спецслужбу, что якобы опубликовала недостоверную информацию. В итоге СГБ посчитала мое поведение недопустимым, так как оно служит кому, как вы думаете? Правильно, интересам Грузии. Спасибо, что хоть не Запада или Америки, ну или кто там еще во врагах. Таким образом, Служба госбезопасности Абхазии позволила создать миф о том, что я из мести им пакостью и делаю все это во благо Грузии. К слову сказать, никакого пропуска в СГБ я не запрашивала. И, соответственно, никакого обоснованного отказа получить не могла. Но признаться в этом в зале суда СГБ категорически отказывается, для чего, похоже, и настаивали на закрытом режиме судебных заседаний. Ну а суд, как ни странно, не стесняясь, во всем им потакает. Поведение представителей СГБ объяснимо, так как говорить открыто на всеобщее обозрение о том, что бывшие руководители службы не просто допустили ошибку, а целенаправленно совершили должностное преступление, им ой как не хочется. Как ни прискорбно, но СГБ несколько раз отказывалась от своих же слов, причем, заметьте, сказанных на камеру. Итак, на мой вопрос, какая дата указана в анкете, которую я обязана была подать в СГБ, если так все-таки желала выехать в Грузию, представитель службы госбезопасности ответил, что на документе стоит гриф, и потому он не может ответить на этот вопрос. На следующем заседании представитель СГБ сказал, что я неправильно поняла его ответ и уточнил, что не знает, кто и почему поставил на мои документы гриф «секретно». Но в итоге даже в закрытом режиме представители СГБ не смогли предоставить эти документы суду. Скажите мне, пожалуйста, какой датой обозначена моя анкета и какой датой к ней приложены, какие-то же документы должны быть, мы же не просто так можем в Грузию выезжать. Уважаемый суд, уважаемый истец, в данной части мы дадим ответ, безусловно, но в рамках закрытого заседания, потому что, так как наш ответ, он связан с предоставлением определенных документов, которые под грифом. Вчера, когда я спрашивала о дате документа, вы уточнили, что представите это в закрытом режиме, потому что у него есть гриф. Я правильно поняла, что на этом документе гриф «секретно»?
Совершенно верно. О тех документах, о которых мы заявили, которые будут представлены в суд, и содержится соответствующий гриф секретности в соответствии с тем, как требует законодательство Республики Абхазия. Анкеты на получение, на запрашивание, просьбу выдать пропуск для выезда в Грузию является секретным документом? Нет. Скажите, пожалуйста, почему тогда анкета, которую по информации на официальном сайте я запрашивала, вдруг получила гриф «секретно»? Мы не заявляли, что анкета получила гриф «секретно». Я вчера об анкете вас спрашивала, какой датой она датируется, и вы прям дословно уточнили, что у нее гриф, поэтому мы будем это в закрытом режиме. Я сейчас уточню, уважаемый истец, я заявил, что будут представлены документы, уважаемый суд, которые имеют соответствующий гриф секретности. Касаемо анкеты, когда был задан вопрос, я попросил, что на этот вопрос будет дан ответ только в рамках закрытого судебного заседания. Мы, безусловно, вам дадим ответ, так как это все взаимосвязано. В итоге ответ на вопрос, где тот злосчастный пакет документов, который я все-таки должна была предоставить в СГБ, если так сильно хотела выехать в Грузию, повис в воздухе. Но СГБ обещала привести свидетеля, который, возможно, прольет свет и поможет чекистам разобраться, просила я пропуск или не просила. Кто этот свидетель, неизвестно. Не только мне, но даже суду, так как представители службы госбезопасности отказались называть его имя. Я понимаю, что закрытый режим судебного разбирательства накладывает на меня обязательства. И если я их нарушу, то в ответ мне прилетит уголовная статья, которая подразумевает реальный срок лишения свободы. Но если риторика предоставления недостоверных сведений со стороны СГБ не изменится, у меня, скорее всего, не останется другого выхода, как рассказать обо всем происходящем в зале суда за закрытыми дверями. И я осознаю серьезность этого шага, но пока меня от этого удерживает лишь любопытство. Во-первых, я все-таки хочу увидеть таинственного свидетеля, которого служба госбезопасности за 24 дня так и не смогла привести в суд, и услышать очередную байку от СГБ. Во-вторых, возможно, именно этот свидетель принесет в суд тот злосчастный пакет документов, который я якобы подавала, заодно прихватит и обоснованный отказ, который, опять же, по версии СГБ, я получила. А может, этот свидетель сумеет приподнять завесу тайны реальных мотивов столь серьезных обвинений в мой адрес. Так что, как говорится в мыльных операх, продолжение следует.